Сейчас у нас конференция с Давидом Дастани. Что, Давид, расскажешь об этой компании? Когда ты зарегистрировался? Ну, я, во-первых, приветствую тебя, моего дорогого рязанского брата, побратима, большого друга, благодаря которому я оказался в этой прекрасной гонконгской компании Wexford Alliance Limited. Об этом, конкретно об этой компании и об этом финансовом механизме я услышал впервые от тебя 10 месяцев назад. Но почему-то, как и многие из современников наших общих, я не поверил в это. Но тем не менее интерес все-таки был значительный. Я благодаря тебе включился в разные чаты. Это чат, который вел Алексей Малахов. Далее я промониторил всю информацию о гонконгской компании, о маркетботе, смотрел YouTube. В общем, думал я об этом примерно 9-10 месяцев. И далее, 26 декабря, неожиданно для себя, я принял четкое, полностью ответственное решение зарегистрироваться, то есть создать новый кабинет. Ты знаешь, два кабинета моих 10 месяцев назад были созданы, но они были совершенно другой структуре, не в твоей структуре. И я тогда еще не понимал важность нахождения в той или иной структуре. И здесь мощная партнерская поддержка – это огромный плюс, когда за тебя переживают все твои старшие партнеры, когда ты, как брат родной, как отец, как друг, заботишься о всех младших партнерах. В общем, 26-го я зарегистрировался, затем сразу пополнил. Вот здесь вот есть история пополнения. Нет, даже не 26-го, а 25 декабря. Вот здесь. Здесь. 25 декабря в 15:34 я пополнил свой баланс на $100. Затем все-таки... Подожди секунду, сейчас я переключу. Да. Ага. Так, пополнение, видим, ага, дальше пополнение. Итак, все-таки, учитывая, что рекламный... Вообще, прибыль зависит от суммы рекламного бюджета, я еще внес $135, потому что никаких сомнений уже у меня, как 10 месяцев назад, не было. И вот 29-го, вот здесь вот ты видишь, $135 я успешно внес в свой рекламный баланс. Через некоторое время, через 48 часов, эти деньги попали из рекламного баланса в рекламный бюджет. И, после этого я внес партнерские, 6 января я внес $11 партнерских денег в свой баланс, который также перешел в бюджет через 2 дня. Все остальные, вот $33, $10 и так далее, которые ты видишь, они, в общем-то, я попытался перевести партнерские, деньги, но у меня из-за слабого опыта не получилось, и поэтому статус находится в ожидании. В любое время этим кошельком я могу воспользоваться. В целом я внес в компанию, таким образом, $235 своих личных денег и $11 партнерских. И теперь мы посмотрим, я предлагаю посмотреть статистику. В общем-то,
Рекламный бюджет, вот вы видите, 300, вот вы видите, вот здесь, $340 67 центов. Каким образом они появились? Когда я занес в систему только $235 плюс $11 партнерских. Это благодаря, значит, благодаря, ой, как-то с головы вылетело. НБОшек. Благодаря НБОшек я попал в хорошую акцию. Это было перед Новым годом. Естественно, Новый год – это 21 год, в 21 веке. И поэтому компания предоставила возможность всем тем, кто вносит деньги, 21% завести из НБОшек. То есть из НБО это токены, внутренняя валюта нашей компании, наших двух сайтов, двух кабинетов. Таким образом, когда я внес сумму, она увеличилась до 340. Вы видите, что из этой суммы $295.59 было израсходовано, кэшбэк составил $509.60. И в ожидании, вот смотри там на карте, в ожидании находится $411.86, $108.74 это уже мой кэшбэк, $50 я уже возвратил компании. Ну, это так называемый подарочный сертификат. Многие из моих, вот, значит, данное, вот здесь данное пополнение, это я сделал уже 14 января текущего года. В общем, все те люди, которые в моей структуре находятся здесь, в Абхазии, естественно, моя структура, Валерий, это и твоя структура, потому что ты мой старший партнер, они очень вот захотели посмотреть, как я, в общем-то, за очень короткий период времени, за 1 месяц, чего я достиг, им было интересно, и как я могу или не могу вывести деньги уже, значит, все ограничения в моем аккаунте сняты, прокачка моего кабинета прошла успешно, теперь любых ограничений, в общем-то, нет. Я очень доволен. Жаль просто, что я потерял 10 месяцев, на сомнения потерял. Сомнения эти абсолютно были беспочвенными. Представьте себе, найдите мне другую, вторую такую финансовую систему, структуру, благодаря которой человек, внеся $235 своих собственных средств, получил бы, значит, $50 возвратил бы компании, $108 я сейчас буду вытаскивать из своего кабинета, в ожидании находится еще $411.86, плюс еще рекламный бюджет до конца не израсходован. Осталось $45, которые, я так надеюсь, принесут мне примерно до 80-85 дополнительных долларов. Я просто, значит, конечно, я хочу, чтобы все знали, каждый человек, который подписывается под меня или под моих партнеров, которые, значит, находятся в данной структуре, которая зародилась в Абхазии, отсюда эта структура расширилась на Южную Осетию, на Грузию, на Россию, на Таиланд, на Грецию. Вот. И сейчас я имел встречи
разговоры, беседовал с моими ближайшими друзьями, которые живут в Карачаево-Черкесской республике, в Кабардино-Балкарской республике. Есть определенные, значит, переговоры с друзьями в Дагестане, в Северной Осетии. В общем-то, я считаю, что нас ждет большой успех. Данная наша структура, Валерия, твоя и моя, естественно, каждый из нижестоящих партнеров будет создавать свою ячейку, свою структуру, и мы с тобою, значит, поддержим их, окажем им всяческую помощь. Так, теперь давай, может быть, начнем выводить деньги. Да, но я доскажу кое-что. Да. Структура у нас не с меня вниз начинается, она еще и выше идет, я хочу сказать. Да. Там у нас еще Алексей Малахов, еще выше у нас гонконгские компании, которые нас также приглашают к себе в апреле месяце. Если все хорошо с коронавирусом, выезд будет в эту страну, в Гонконг, ограничения будут сняты, то значит люди, которые достигнут определенного уровня от продаж, они будут приглашены этой компанией к себе в Гонконг. Часть путевки оплатится, либо полностью путевка оплатится. Вот. И в дальнейшем компания тоже будет также приглашать к себе. Вот. А сейчас я еще что хотел, вот ты показывал кабинет, немножечко вернемся к кабинету, наверное, там кое-что интересное есть. Вот, я сейчас увидел у тебя, получается, по дням. Интересно, сколько он у тебя хорошо как зарабатывал, 28-го? Да, хорошо зарабатывал. На этих деньгах он у тебя заработал, 28-го я вижу, он заработал у тебя 15,53, а 27-го он у тебя заработал $21 56 центов и так далее, там вот 23 даже доллара 98 центов. Очень даже хорошие результаты он тебе дал. Но есть и дни, когда $3,5 он заработал. Да, я вижу. Но кроме этого, это вот по дням мы видим, да, но кроме этого можно посмотреть каждую покупку, то есть здесь мы видим, сколько за сутки было покупок, да, на какую сумму. А можно также открыть и посмотреть покупки, то есть каждую покупку мы увидим здесь. И вот мы видим, последняя покупка была, да, 29-го я вижу у тебя. Вот, 15,8, да. Валерий, вот сейчас экран, наши зрители имеют возможность смотреть экран? Да, они просто сейчас видят экран. Я тебя вижу. Да. Они экран смотрят? Да, сейчас люди видят экран, вот увидят твой кабинет, да. О чем вот сейчас мы и говорим, то есть они сейчас видят именно это. Вот, и получается, что здесь у тебя вот каждый магазин, здесь все прописано, 37 среднее время ожидания кэшбэка, 25 там вот. И вот здесь видно, какой процент от магазина, на какую сумму была продажа, я вижу. Вот. Сколько вот твой кэшбэк и сколько компания себе с этого взяла. То есть получается 55% берет компания, 45% она забирает себе. Но это от 8% имеется в виду, от самого кэшбэка. Вот. Ну что, выводить будем, наверное, да? Да. Так, ну тогда все в твоих руках. Дальше ты выводишь. Так, 108. Продолжаем. Здесь выбираем Visa, MasterCard, Maestro, Мир. И здесь, как я понял, надо, значит, проставить
Номер карты 16, своей, вот этот номер карты. Да, 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 да. Так, значит, 5536, 5536, дальше 9137. Не торопимся, внимательно. Так, 8875. Дальше 6084. 6084. В общем, здесь нужно всем, не торопясь, действительно вбивать нужные реквизиты. Если там пойдет ошибка на одну цифру, на один номер, тогда уже деньги уйдут не туда. Так, проверяем, посмотри. 55-36, 91-37, 88-75, 60-84. Ну все, вроде бы мы... Кое-что еще сказать, добавить можно, да? Смотри, Да. Выводим $108. Вывод идет до $300 и снимается при этом комиссия $3. Вот. Да. Вводить можно сколько угодно, но только по $300, сразу говорю. Вот. И первый вывод идет от $100, при том, что мы использовали сертификат. Можно почитать в правилах при использовании сертификата, в 9 пункте там все прописано. Вот. Валерий, если выводить из разных кабинетов, лучше это делать, значит, через полчаса после первого вывода. Нет. Это имеется в виду, если с одного и того же кабинета, как вот у нас Алексей выводит там, у него он в день выводит больше $1000, ему... Понял. Да, с одного кабинета. Поэтому он делает несколько транзакций по $300. И здесь... с разных кабинетов можно, значит, не ожидать, да? Без ожидания. Не ожидать, ничего страшного. Это имеется в виду с одного и того же кабинета сразу один за одним переводом по $300. Лучше не рекомендуется, лучше подождать хотя бы минут 15. Вот. Ну, верно. Да, потому что одна и та же сумма идет, а у тебя несколько переводов. Ну, лучше как-то подождать. Транзакция должна все-таки пройти. Вот. Так, теперь что делаем? Выводим? Сейчас я доскажу. Вот. Первое ограничение от $100, потом оно снимается. И потом у вас все последующие снятия идут от $15. Но не забывайте, что комиссия все равно при этом будет $3. Все, можешь выводить. Так, перевести. С Богом. Все. Успех. Все. Как написано, white throw. Да, теперь нажимаешь ОК. Вот, на карте на карте все. Вот у тебя написано, что $108 снято. Осталось 0,74 цента. Вот, $105 придут на карту. Приходят они в течение суток, у нас по регламенту как бы прописано. Вот, но как правило... И вот я хотел бы сказать, чтобы ты вот рассказал, на какую карту лучше, легче, удобнее переводить? Это лучше выводить на Тинькофф. На данный момент в России лидирует Тинькофф. Хорошо, брат мой. Если у тех или иных граждан Абхазии, наших с тобой партнеров, нет российской внутренней прописки, хотя эту прописку сделать очень легко, как ты им посоветуешь действовать? Может быть, создать Яндекс кошелек или Киви кошелек или что-нибудь такое? Я вот не знаю, какой вам вывод лучше подходит. Вот, на данный момент вот у нас такие выводы. Но сейчас информация сегодня поступила, что у нас, как я забыл, что-то там новое, я пока еще сам не разобрался, только вот сбросили новую информацию по поводу вывода. Что-то у нас там новое появляется, добавляется. Платежный гигант Visa сообщил о возможности добавления криптовалют в систему как платежного средства. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, что это будет. Вот. А вот по поводу того, что у вас там, я вот не знаю, как лучше.
Ну, по сути... Ну, наверное, все-таки Киви кошелек, наверное, хорошо. Вот я здесь вижу. Яндекс тоже неплохой, да. Ну, Киви, наверное, лучше. ну, А 2Cash здесь почему-то нет. Нет, Киви сейчас пока что там немножечко там сбои произошли. Пока там что-то пытаются шлюз как-то Ну, наладить. тогда Яндекс деньги остаются. Наверное, Яндекс... И вот здесь надо попробовать. Абхазские банковские карты, значит, они приняты в систему МИР. Может быть, людям удастся перевести на абхазские карты? Я думаю, что удастся. Давид, у нас заканчивается время конференции нашей. Я хочу сказать, что с биткоином и эфириум лучше не связываться. Вы потеряете. Я уже пробовал сам лично. Вот. Так что лучше не стоит. И вот давай посмотрим в статистике, где ты вывел. А у тебя должно отразиться 108 твоих долларов, что ты вывел их. Вот они. Да, вот отражается. Вот, все время, вот они, все. То есть завтра я хочу сказать, что меньше, чем за сутки, завтра где-то днем должны быть, ну, чаще всего это происходит после 3 ночи. Вот, чаще всего. То есть деньги у тебя должны прийти завтра рано утром где-нибудь примерно. То есть они раньше приходят, чем сутки. Нормально, все хорошо. Да, все хорошо. Система работает. Спасибо тогда. Все замечательно. Все. Всего доброго тогда, до свидания. Давай, дорогой брат. До свидания. Удачи всем вам. До свидания.